Всем привет! Я приехала на выставку. Коми-край фронта называется. Вот такие стенды. Сейчас их почитаем. Думаю, очень много интересного и полезного мы с вами узнаем. Все для фронта, все для победы. Вот стенд номер 1. 23% трудоспособных колхозников и 40% председателей колхозов ушли на фронт. Их заменили женщины, дети, пожилые люди. Ценой голода и холода, труда и лишения они приближали День Победы. Нагрузка была колоссальной. Введены 10-11 часовой рабочий день, обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска, установлены пониженные нормы снабжения продовольствием. С 1942 года введена трудовая повинность. Женщины осваивали мужские профессии: механизаторов, трактористов, пастухов, оленеводов, колхозных бригадиров, заведующих МТФ, матросов, штурвальных, кочегаров, грузчиков, формовщиков, литейщиков. Сыктывкар. Молодой воркутинский горняк, поселок Воркута, 1940 год. Школьники во время каникул привлекались на лесозаготовки и полевые работы. Многим пришлось бросить школу, чтобы заработать на жизнь себе и семье. Это их история. Пионеры Выльгородской школы на сборе колосьев в колхозе «Красный партизан», 41 год. Чувствуем себя как на фронте. Расслабляться тогда никому не давали, даже нам, детям. 3 часа утра было. Проснешься, а бригадир уже стоит на пороге, работать гонит. В 10 вечера только домой приходили. Кроме того, и матери надо было помогать управляться со скотиной, воду греть, корма раздавать. Все для фронта, все для победы. По таким лозунгам, объединяющим усилия всего народа, прошли эти годы. Труженики тыла полностью выполнили свой долг перед Родиной. 27 июня 1941 года, всего за годы войны, 170 тысяч человек ушли воевать из Коми СССР. Уже 27 июня 1941 года на фронт был отправлен первый маршевый батальон резервистов. Коми СССР отводилась роль лесосырьевой и топливно-энергетической базы. Колхозы выполняли поставки продовольствия под военные нужды, перестраивались предприятия местной промышленности и промысловой кооперации. Помощь фронту не ограничивалась промышленной и сельскохозяйственной продукцией. Жители республики собирали деньги на боевую технику семьям защитников Родины, освобожденным районам. В годы войны на нефтяников Коми СССР возлагалась задача частичной компенсации потерь в связи с ликвидацией при отступлении нефтяных промыслов Кубани и Грозного. Нефтедобыча. В период войны на территории Ухтинского района велась разработка 2 крупных нефтяных месторождений. Это Чебьюского и Ярикского. Разработка Чебьюского месторождения скважинным способом, а разработка Ярикского месторождения из-за особых свойств нефти велась шахтным способом. Факты в цифрах. За показателем добычи нефти в годы войны ярко прослеживается героический труд шахтеров, бойцов подземного фронта. В 41 год 48 тысяч тонн, 42 33, 43 22, 44 18, 45 14 тысяч тонн. Это Ухтинская нефтешахта. В 41 году на Ярикском месторождении осуществляла добычу тяжелой нефти. Нефтешахта номер 1, первая в СССР и крупнейшая в мире. В 1942 году было начато строительство нефтешахты номер 2 и заложена нефтешахта номер 3. Уже к концу 1941 года добыча шахтной нефти увеличилась в 4 раза по сравнению с 1940 годом.
Доставку материалов и оборудования в шахтах осуществляли на лошадях вплоть до ноября 1945 года, когда на Ярике появились 2 электровоза. Строительство конюшен было предусмотрено планом и проектной документацией при строительстве нефтешахт. Всего же на шахтах использовалось до 300 лошадей. За 1941-1945 годы завод расширил ассортимент выпускаемой продукции с 7 до 15 наименований, а переработка сырья увеличилась в 2 и 3 раза. Общий ее объем составил 550 тысяч тонн нефти. Но руководителя Ухтинского нефтеперерабатывающего завода Анну Яковлевну Молей, возглавлявшую почти четверть века, легла огромная ответственность и нагрузка. На изношенном старом оборудовании люди творили чудеса. Получена сверхморозоустойчивая вагонная смазка, имеющая температуру застывания минус 55 градусов вместо традиционной минус 45, что обеспечило бесперебойную работу северной железной дороги и автотранспорта в суровых зимних условиях. Введена в эксплуатацию единственная в стране битумная установка, выработаны специальный битум 3 марок. Налажено производство особого сорта высококачественного авиационного бензина, моторного масла, солидола. В феврале 1941 года у деревни Крутой, в 90 километров от Ухты, началось возведение установок газоперерабатывающего по терминологии тех лет сажевого завода, сырьевой базой которого стало Сидьольское месторождение. При организации промысла использовалось уникальное оборудование Майкопского завода, эвакуированного в Ухту в 1941 году. В 1942 году Крутянская сажевая установка дала первую промышленную сажу. И в том же году сажевики дали государству 1153 тонны канальной сажи, ценнейшего сырья для резинотехнической промышленности страны. Всего в военные годы вступили в строй 5 заводов по производству газовой сажи. Начиная с 1943 года в Ухтинском районе производилось более 50% канальной сажи в стране. Сажа поставлялась на Омский, Московский, Ярославский, Свердловский и Кировский заводы резиновой и шинопромышленности. В 1945 году было открыто крупнейшее на тот момент в стране Ниппельское газовое месторождение. Тем самым извлекаемый в регион запасы газа увеличились почти втрое, до 10 миллиардов кубометров. И принято решение о строительстве в поселке Сосновка Ухтинского района на берегу Ижмы первого в СССР завода термической сажи. В связи с этим, а также для обеспечения топлива мощной Ухтинской ТЭЦ была поставлена задача строительства магистрального газопровода Байвош, Крутая, Ухта, Ярика, протяженность 102 километра. Промышленные запасы газа увеличились с 3,7 до 9 миллиардов кубометров. Количество эксплуатационных скважин выросло с 7 до 58. А добыча газа возросла в 31 раз. За годы войны газовики Коми добыли 1,5 миллиардов кубометров природного газа и произвели свыше 15 тонн сажи. Такого масштабного перемещения населения, промышленных предприятий, культурных и научных учреждений, запасов продовольствия, сырья и других материальных ресурсов в столь короткие сроки мировая история еще не знала. Из Майкопа был эвакуирован в деревню Крутая сажевый завод. Утраченное в дороге оборудование было восстановлено на Ухтинском РМЗ. В Воркуту из Донбасса было эвакуировано горное оборудование. В республику прибыло 17 тысяч эвакуированных и беженцев, в основном из северо-западных и центральных регионов страны. Но в списках значились и люди из Крымской ССР, Приморского края, Амурской области. Большую часть из них приняли в Сыктывкаре, Усть-Вымском, Железнодорожном и Летском районах. Укладка рельс железнодорожного пути при строительстве Печорской железной дороги.
села Серегова был превращен в тыловый госпиталь. В период Великой Отечественной войны и поселковые годы на курорте лечились раненые и инвалиды войны. С сентября 1941 года все мужчины от 16 до 50 лет были обязаны пройти обучение во Всеобучи по 110-часовой программе без отрыва от работы и учебы. За годы войны в подразделениях Всеобуча было подготовлено 25 806 военных специалистов. Стрелки, истребители, танки, пулеметчики, минометчики, автоматчики. Среди женщин снайперы, автоматчики, телефонистки. Требовались работники по 193 специальностям. Больше всего в рабочих нуждались в лесозаготовительной и местной промышленности. Не хватало также судоплотников, чернорабочих, плотников, рабочих по заготовке смол и гонщиков смолы, шоферов, паяльщиков обуви, кочегаров. Вследствие большой государственной важности лесная промышленность регулировалась непосредственно Государственным комитетом обороны СССР. В первые же месяцы войны леспромхозы республики получили новые задания. Введение в строй Северо-Печорской железной дороги позволило начать освоение новых лесных массивов. Были созданы два крупных треста – Коми-лес с управлением в Сыктывкаре и Печора-лес с центром в Ухте. Объемы лесозаготовок снизились с года войны на 40%. Остро не хватало рабочей силы, лошадей и лесовозов. Значительное количество лесовозных автомашин и лошадей было отправлено на фронт. Часть техники простаивала из-за отсутствия запчастей. Механизация таких трудоемких процессов, как рубка, погрузка, разгрузка, не проводилась совсем. Пилка леса лучковой пилой в Кожимском леспромхозе. Сортировка леса. Республика снабжала лесопродукцией 40 крупных предприятий, в том числе 22 за пределами республики. Мебельные фабрики перестраивались на военный лад, однако мебель тоже производилась. Несмотря на сокращение капитальных вложений в лесную промышленность, в 1941 году возникло более 40 новых мастерских и цехов. Началось строительство Жешерского фанерного завода, лесобирж Князь-Погорской, Айкинской и Печорской, и больших лесопильных заводов и шпалорезных установок. Печорский лесокомбинат обеспечивал железную дорогу круглым лесом, шпалами, пиломатериалами, досками и солярными изделиями. Почти все деревообрабатывающие мастерские производили лыжи. За годы войны страна получила около 27 миллионов кубометров древесины, около 20 миллионов кубометров пиломатериалов, 2,5 миллиона штук шпал, свыше 164 тысяч пар лыж и много другой продукции. Во время войны в Коми СССР состоялись две геологические конференции. Ценнейшие материалы конференции были оперативно опубликованы, и это стало главным фактором для ускорения планирования геологических работ в военный период, а именно максимального расширения разведки новых месторождений железных, марганцевых, алюминиевых руд, цветных и редких металлов, химсырья. Геологи вышли в разведку. 1941 год. Впервые в Коми СССР проведена сейсморазведка на реке Вымь и Ижемском районе. Открыты источники серно-кислых солей в Ударском районе. 1942 год. Открыто Ярихское месторождение титаносодержащей руды. На реке Кожим открыты запасы железной руды и огнеупорных материалов, пригодных в качестве сырья для кирпичного и керамического производства. 1943 год. Открыто месторождение жильного кварца
Николай Шор, Инта. 1944 год. Открыто богатое залегание высококачественных минеральных красок охра, мумиё в Каркеровском районе. Не все месторождения были разработаны в годы войны. Кстати, сейчас же здание вот Севергеофизики, вот оно, его продали. Там будет новый хозяин. Из здания все перевозится. Вот, и там есть такие ценные материалы, датированные военным годом. 43-й год есть, 45-й год есть. Вот так вот. Главная задача ученых – помощь в перестройке работы промышленности, транспорта, сельского хозяйства в Коми СССР на военные нужды. В годы войны в республику были эвакуированы Кольская и Северная базы, объединенные в базу по изучению Севера. Карело-Финский государственный университет, город Петрозаводск. Северное геологическое управление, город Архангельск. Планомерные академические исследования в Коми начались еще в 30-е годы, когда был создан Коми научно-исследовательский институт. У нас есть улица Кремса. Андрей Яковлевич Кремс, начальник геолого-разведочного отдела, затем главный геолог Ухтижемстроя. Под его руководством был освоен шахтный способ добычи тяжелой нефти, ранее не применявшийся в СССР. В 1941 году напечатан первый в Коми литературе роман «Алая лента» Василия Юхнина. Издание книг Коми книжным издательством сократилось почти вдвое. Не хватало бумаги, переплетных материалов, типографской краски. Но, несмотря на трудности, своевременно выпускалась учебная и детская литература. Были изданы брошюры, плакаты, рассказывающие об истории нашей Родины во время войны. С начала войны в Коми СССР насчитывалось 53 массовые библиотеки в системе органов образования, 232 избы-читальни. За годы войны фронт обороны, в том числе и на строительство танков и самолетов, трудящиеся Коми СССР, собрали 59 миллионов 130 тысяч рублей. Новогодние подарки фронтовикам. В Сыктывкарскую городскую комиссию по приему подарков для бойцов РККА ко 2 января поступили следующие продукты и вещи: 703 килограмма сушек, 193 килограмма сухарей, 539 килограммов печенья, 250 килограммов сахара и конфет, мармелад, консервы, масло, колбаса, сало, папиросы, носки, платки, мыло, одеколон, конверты, почтовые открытки и много разных теплых вещей и других предметов. Подарки продолжают поступать. На фронт отправлено 17 тысяч посылок общим весом 120 тонн. Ненец сдает пушнину в 30-40-е годы. Ценная пушнина наравне с золотом использовалась страной для расчета союзниками по антигитлеровской коалиции для изготовления теплой одежды для нужд фронта. Продавая за валюту пушнину, СССР приобретал у США боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырье, включая нефтепродукты.
В октябре 1943 года Совнарком принял постановление о развитии охотничьего промысла и заготовки пушнины в военное время. Престарелые охотники, ушедшие перед войной на покой, а также многие женщины и подростки вышли в тайгу охотиться на пушных зверей. Среди охотников и рыболовов была и Прасковья Кирилловна Михайлова, муж которой без вести пропал на фронте. Продолжив его дело, она сдавала за год контору на станции Тобысь мясо, рыбу, пушнину. За первый выполненный план ей подарили охотничье ружье. После войны строители газопровода назвали в честь нее озера, на которых она жила. Сейчас там находится заказник Параськины озера. С вами мы туда уже ездили, и не один раз. Любители рыболовства принесут немалую пользу народному хозяйству своими сообщениями о том, в каких водоемах и при каких условиях ловится та или иная рыба, какие приемы применяются местными рыбаками для повышения производительности лова. Усть-Цилемский замшевый завод. Усть-Цилемский замшевый завод до войны перерабатывал до 150 шкур оленей ежедневно. В военные годы завод единственный в стране выпускал необходимую для нужд армии авиационную и протезную замшу. Высококачественная замша также шла на нужды оптической промышленности. За годы войны завод освоил производство новых видов продукции: шубной овчины, юфти для пошива армейских сапог, сыромятий и мыла от отходов производства. 27 видов продукции выпускал завод в эти годы. Вывоз шерсти и грязи на быках, так как все лошадей забрали на войну. На снимке бык Чапай. Идет загрузка шкур в чаны на отмоку. Строения завода до сих пор стоят в поселке Синегорье, напоминая о былой славе. 20 ноября в Республике Коми отмечается День памяти участников олено-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне. – 28 ноября в 1941 году в селе Усть-Уса в деревне Новик-Бош началось формирование эшелонов из колхозов и совхозов Усть-Цилемского, Ижемского, Усть-Усинского, Кожвинского и Ухтинского района. Спустя 2 месяца на фронт прибыли 1529 оленей и 310 бойцов. Погрузка оленей в вагоны для отправки на фронт. Олень очень вынослив. Форсированным маршем способен преодолеть за сутки до 80 километров. В боевых условиях оленей использовали для отправки раненых и доставки военных грузов, при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей, для поддержания связи с пограничниками. Более 10 тысяч человек оленеводы вывезли с передовой. 17 тысяч тонн боеприпасов и военных грузов доставили на фронт по бездорожью. Более 160 вынужденно севших и подбитых самолетов эвакуировали из тундры. Более 8 тысяч военнослужащих партизан переправили для выполнения боевых заданий, многих в дальние тылы врага.
связи с прекращением ввоза большого ассортимента товаров было открыто более 100 новых предприятий и цехов. До 1941 года местная и кооперативная промышленность были развиты чрезвычайно слабо. Имелось лишь несколько небольших заводов. Это Сереговский солеварный, Нювчинский чугунолитейный, Усть-Войская точильная фабрика, Усть-Целемский консервный завод, Дырновский кирпичный завод, Усть-Целемский замшевый завод. Кроме того, работало несколько кустарных смолоскипидарных установок и десятки мастерских по ремонту одежды и обуви. Почти все товары в республику завозились из-за ее пределов, вплоть до простейших деревянных изделий. Был построен кожевно-обувной комбинат, производивший до 100 тысяч пар обуви и другие коштовары. Пищекомбинат выпускал макароны и кондитерские изделия, продукты переработки огородных культур, лесных грибов, заменитель кофе, конфеты, пряники. Артель «Северный кустарь» изготавливала игрушки, сумки, одежду, мыло, расчески и прочие товары. Открыт шиноремонтный завод Треста Росремшина. Организованная артель «Красная горка», изготовлявшая мебель и спички. Вычегодская судоверфь выпустила первую продукцию, 2 лесовозных и углевозные баржи. Открыт кожкомбинат наркомата легкой промышленности и в поселке Лесозавод близ Сыктывкара. Начала работу керамическая мастерская при Дырновском кирпичном заводе. Стала действовать авиаметеорологическая станция в Сыктывкарском аэропорту. Сыктывкарский филиал Кировского военторга включал в себя помимо магазина, ларька и столовой промкомбинат, в который входили сапожная, швейная, портняжная мастерские, овощехранилище, парикмахерская, а также бригады рыбаков, сетевязов, охотников и сборщиков ягод. Токарь Стахановец. Райпромкомбинат был одним из лучших в Коми СССР. Изготавливали мебель для школ и детских учреждений, деревянную посуду, нарты, лыжи, палатки, шили малицы, пижмы, бурки, табоки. Изобретен станок по изготовлению расчесок. Организованная механизированная мастерская по изготовлению валеной обуви в селе Выльгар, производство гончарной посуды из белой глины в поселке Нювчим. Организована работа кирпичного завода, вступил в строй механизированный сыроваренный завод. Разработка точильного камня, изготовление запчастей. На базе местных суглинков был построен кирпичный завод, выпускающий 3 миллиона штук кирпичей в год. Строительство нового речного порта, судоверфи, судоремонтного завода в местечке Канинос. Часть города Печоры, реки Печора, пересекалась железной дорогой. Здесь намечалась перевалка угля из вагонов на баржи. Создана новая отрасль – промышленность строительных материалов. Кирпичные заводы производили известь, алебастр, гипс, добывали бутовый камень, щебень, песок и гравий. В поселке Водное осуществлялось производство радия, который использовался в исследовательских целях и способствовал прогрессу науки в стране.
Работали радиохимическая лаборатория, завод по переработке радиовых концентратов, 12 радиохимических заводов и 3 индивидуальные установки переработки воды, а также электростанция, завод по изготовлению деревянной оснастки и подсобное сельскохозяйственное предприятие. В эксплуатации постоянно находилось около 150 скважин. Под руководством Торопова, начальника Центральной химлаборатории промысла номер 2, извлечение радия из минеральных вод. В годы войны все связанные с производством и применением радиоактивных элементов находилось за 2 буквами СС, совершенно секретно. Усть-Куломский район. Построено смоло-скипидарное предприятие в деревне Великополье. Начато строительство аэропорта, предназначенного для военных целей в поселке Озяк. Построен дегтекуренный завод. Мощность 3 тонны дегтя в месяц в поселке Пожек. Железнодорожный район. Работа солеваренного завода в селе Серегово. Нормой стал 10-11-часовой день. Вводились сверхурочные работы, отменены отпуска. В 1941 году завод произвел 2240 тонн соли. План выполнил на 140%, выпустил 2796 тонн продукции в 1943 году. РМЗ село Княжпогост в годы войны выполнял военные заказы, производил запчасти к автомашинам и танкам, обслуживал строительство железной дороги, ремонтировал машины предприятий всего северо-запада страны. Заводом была изготовлена большая часть оборудования для 3 механизированных кирпичных заводов, деревообрабатывающего комбината, пищекомбината. Работа Усинского консервного завода, поставляющего деликатесную продукцию из печорской рыбы, дичи, оленей, говядины и баранины. На Ухтинском РМЗ изготавливали отбойные молотки для продолжения горных работ и обеспечения роста добычи нефти. Построен кислородный цех, поставлявший сжатый газообразный кислород в баллонах КомССР за ее пределы. Налажено изготовление токарных станков марки ТН-15. В связи с оккупацией Германии житниц страны Украины, Белоруссии, Дона, Кубани встала задача обеспечить фронт и тыл хлебом. Уже в первые месяцы войны на фронт ушла почти треть трудоспособных колхозников, в том числе основная масса механизаторов, МТС, агрономов, зоотехников и других специалистов. Пожилые колхозники, женщины и дети стали основной рабочей силой. 20 тысяч служащих, студентов, учащихся техникумов, старшеклассников ежегодно трудились на колхозных полях. Тем не менее, в 1944 году дефицит составил 15 тысяч человек или 16%. В полях выращивали капусту, морковь, брюкву, репу, горох, лук, редьку, лук, батут, редис, томаты, кабачки, бобы, шпинат, цветную капусту. В 1941 году в Княжпогост впервые завезен для посадки морозоустойчивый сорт картофеля и мандра. В 1945 году был собран урожай 323 тонны картофеля этого сорта. В колхозе Выль-Орды железнодорожного района в 1941 году на площади 3500 квадратных метров посадили клубнику и землянику. В 1942 году кусты малины, смородины, вишни, яблони. В 1944 урожай ягод составил 835 килограмм. В 1942-1943 годах почти во всех районах появились небольшие посевы табака и махорки. На птицеферме совхоза номер 2 Ухтимжилак НКВД, лето 1944 год. Вывоз навоза на поля. Тракторы совхоза Ухта-комбината выходят на весенний сев.
Помогая Красной Армии, самоотверженно работает и в Ильичевском колхозе имени Ворошилова колхозники и колхозницы. Ими руководит председатель колхоза, жена фронтовика, коммунист Денисова. Во время уборочных работ колхоз занял первое место в районе. Скоту заготовлено на 123% сена сверх плана. Картофель убрали в срок. К 15 сентября, 13 августа завершена посадка озимых. За высокие показатели в уборке урожая колхозу Ворошилова исполком райсовета и бюро райкома присудили переходящее красное знамя. А вот животноводство развивалось с большим напряжением. Значительно сократился завоз фуражного зерна и концентрированных кормов. Для их возмещения необходимы были большие усилия на заготовку сена и силоса. Но уменьшение поголовья лошадей и крупного рогатого скота повлиял не только падеж из-за недостатка кормов и перенапряжения в работе, но и мобилизация лошадей в армию и отправка коров. 8 тысяч голов и свиней, 2000 голов в освобожденные районы. Увеличилось стадо овец, не требующих сильных кормов. Нюфчинский чугунно-литейный завод – одно из старейших промышленных предприятий Коми СССР. Чугунно-литейный завод. 11-часовой рабочий день, введенный с начала войны, на Нюфчинском заводе обеспечил более 8 тонн литья в год, 100 пар лыж в сутки и 250 лыжных палок в сутки. Нюфчинский чугунно-литейный завод до сих пор работает на привозном сырье. Между тем, законсервированный Кижемский завод мог бы обеспечить его сырьем полностью. Изделия Нюфчинского завода в годы войны. Литейный цех, корпуса для ручных гранат, корпуса снарядов для минометов, походные кухни, детали тракторов, сельхозмашин, ручные прессы, агрегаты для спичечных фабрик, шлифовальные станки, запчасти для конных молотилок, жаток, лобогреек, сани военного образца 1200 штук, телеги военного образца около 2500 штук, паковки для саней, лыжи военного образца 15 тысяч пар, лыжные палки, бочка тара, чаны, доски для разделки продуктов. Корпуса снарядов для минометов отправлялись по зимним дорогам в город Пермь. Начинялись взрывчаткой. В изготовлении этих корпусов принимали участие 14-летние юноши из Шошки, окончившие Сыктывкарский ФЗУ. Сборка центропежного вентилятора Нюфчу. Решающим условием форсированного развития Воркутинского угольного бассейна явилось быстрейшее завершение строительства Северо-Печорской железной дороги на участке Котовск-Кожва-Воркута. 459 километров северного отрезка магистрали Кожва-Воркута в суровых условиях Крайнего Севера, бездорожья и недостатка материалов были построены в небывало короткие сроки – за 180 календарных дней. За этими цифрами скрывается настоящий подвиг строителей Заполярья. В первые месяцы строительства сооружали по 2 километра дороги в день. В самые ударные дни доходило до 5 километров. 28 декабря 1941 года на станцию Воркута по новой дороге прибыл первый поезд. В тот же день на Кожву ушел первый эшелон, паровоз серии ОВ номер 5831, любовно прозванный Овечкой, 2 платформы с углем и 1 пассажирский вагон. Вместе с углем эшелон доставил новогодние подарки для Красной Армии. Всего до конца года было отправлено 65 вагонов, это более 1000 тонн угля.
свыше 182 миллионов рублей, на 40% больше планового задания, было вложено в 1942 году в исправление путей и возведение мостов через десятки рек. Были построены мосты через реки Аюва, Уса, Касью, Кажим, Сыня, Сейда и Лек Воркута. А главное, предстояло перекинуть мост через Печору. Стальные конструкции для постройки моста свозили отовсюду. Демонтировали пролетное строение канала Москва-Волга. Железнодорожную ферму через реку Шексна сняли, провода для прокладки линий связи с участков железных дорог Хабаровск, Барановский и Хабаровск-Свободный. Снежный тоннель на Воротинской железной дороге, 38-39 год. Эшелон с углем движется в снежном тоннеле. Заносы в то время расчищались вручную. 28 июня 1944 года паровозом М-720-24 повез в Ленинград первый состав со сверхплановым углем, добытый шахтерами Воркуты в честь снятия блокады. 3 августа 1980 года этот паровоз, первенец советского паровозостроения, изготовленный в 1924 году на Коломенском паровозостроительном заводе, был поставлен на вечную стоянку в Воркуте. Трудно переоценить значение Печорского угольного бассейна для страны в годы Великой Отечественной войны. В сжатые сроки была запущена Северо-Печорская железная дорога. Для вывоза бытового угля заложено 29 новых шахт Печорского угольного бассейна. Уголь Коми согревал жителей 35 советских городов, включая Москву и блокадный Ленинград, а также 9 областей и 2 автономные республики. Уголь поставлялся на Северный и Балтийские флоты, железные дороги и более 50 предприятий оборонной промышленности северо-западного региона страны. Осенью 1941 года был оккупирован Донбасс его богатым угольным месторождениями, составлявшим более 60% всего запаса угля в СССР. Стала невозможной добыча угля и в Подмосковье. Уголь Коми приобрел особенное значение, он стал ценнее золота. В Коми было переброшено снятое с шахт Донбасса горное оборудование, организованные сельхозы, строительно-монтажные конторы, открыто ремесленное училище, первое в Заполярье учебное заведение. Уже в конце декабря 1941 года из Воркуты в Ленинград отправился первый состав с углем. За годы войны в Ленинград был отправлен 651 сверхплановый эшелон. В одном эшелоне было до 25-30 вагонов, по 25 тонн угля в каждом. То есть один эшелон увозил порядка 625 тонн угля. Если их объединить в состав, то его длина превысила бы 300 километров. Шахта капитальная является примером скоростного освоения проектной мощности. На освоение таких шахт обычно затрачивается 5-6 лет. Горняки Воркуты справились с этой задачей за 1 год. В общей сложности в Печорском бассейне в военные годы было добыто 86 миллионов тонн угля, в 7 раз больше, чем за 9 довоенных лет. К концу войны производственная мощность шахт Печорского бассейна была доведена до 3,4 миллионов тонн угля в год. Общий объем капитальных затрат на освоение действующих из сооружений новых шахт в Печорском бассейне 1941-1945 года составил 531 миллион рублей, или 86% всех затрат со времени его существования. Все для фронта, все для победы.